Понятно. Так, пожалуйста, вот в первом ряду из Индонезии гость. Thank you. Mr. President, I like your speech so much because I think your speech really bring the spirit of building together, building stronger, something like that, like the tagline for the G20. So we are looking forward to your visit at G20 next month. What I'm going to ask you is about the title. The title today is Post-Hegemonic World, Justice and Security to Everyone. I wonder because President Sukarno, our president, in 1955, already said that all these security alliances is dangerous to the world. You are in Security Council, China in Security Council. Do you think you and China can just file this issue of, wipe out NATO, AUKUS, the Quad, of five-power defense arrangement, everything about it together? Is that possible? Number two, your fans in Indonesia is amazing. Everybody said "Ura" all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Thank you. Да, с удовольствием. Такой красивой женщине, с удовольствием. Значит, у нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. И президент Фидодо, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое. И мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на двадцатку. Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Но, может быть, и я поеду, я подумаю. Вот. Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то. В данном случае дружить против Китая. Мы просто не поддерживаем эту попытку реанимировать это или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея. Ну, надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для участников, или для союзников в тех же Соединенных Штатах, у которых, как мы знаем, там отбирают контракты на поставку подводных лодок, там еще что-то такое. Просто еще ничего не сделано, а негативные последствия, в том числе для союзников Штатов, наступают. И если такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и проблем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем против политики подобного рода. Так, генерал Шарма, я знаю, хотел вас спросить. Да.